Здравствуйте, дорогие наши зрители! Мы продолжаем работу нашей площадки Апсны-Хабар Асыс, на которой мы обсуждаем общественные, политические и экономические вопросы, связанные с Абхазией. И сегодня мы хотели бы поговорить о том, какие сложности испытывает абхазский бизнес в связи с пандемией коронавируса и в целом о развитии предпринимательства в Абхазии. И сегодня у нас в гостях предприниматель, директор абхазской оптово-розничной компании «Флагман» Аслан Хватыш. Аслан Георгиевич, здравствуйте, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию и согласились ответить на наши вопросы. Здравствуйте, Есма, здравствуйте, телезрители. На самом деле, прежде всего хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Одновременно поблагодарить и поздравить вас с тем, что вот такая вот замечательная площадка у вас. Такое начинание, я считаю, оно очень хорошее. Люди приходят, обмениваются мнениями, разные люди, разные мнения звучат. Я сам с интересом смотрю Апсны-Хабар, все эфиры. Так что, когда вы меня пригласили, откликнулся, пришел. Так что еще раз вам спасибо и, как говорится, в добрый путь, всем добрым начинаниям. Аслан Георгиевич, спасибо большое за такой отзыв. Нам очень приятно. И прежде чем мы перейдем к обсуждению нашей темы, я бы хотела обратиться к нашим зрителям с просьбой подписаться на канал Апсны-Хабар. И это поможет еще большим людям узнать, что в Абхазии существует такая медийная площадка. Аслан Георгиевич, вы не первый год занимаетесь бизнесом в Абхазии, и вам как нельзя лучше знакомы проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в Абхазии. Что вы скажете о нынешней ситуации с пандемией коронавируса, насколько она повлияла на абхазский бизнес? Если так посмотреть, то на самом деле просто никогда не было и не бывает. Бизнесом, понятное дело, предпринимательской деятельностью мои товарищи и я, мы все вместе начали заниматься еще, наверное, в начале 2000-х, 2002 год мы зарегистрировали, собственно, компанию «Флагман». И получается, что всегда были какие-то сложности. Потому сказать, что, знаете, в любой сфере есть такое. И, например, я считаю, что в целом, если говорить об общем предпринимательском климате в Абхазии, даже по налогам, если посмотрим, то, я бы не сказал, что они такие прямо у нас душащие налоги. По сравнению даже с теми же самыми российскими, они поменьше, скажем так. Это мы видим по цифрам, то есть кто занимается, поймет. Хотя некоторые объясняют мне так, что да, Аслан, там например, налоговая база вроде бы получается больше, но там это Россия, большая страна, и обороты у предпринимателей больше, потому получается, что их не так душат налоги, а нас, душат. Я никогда не склонялся к тому мнению, что нас что-то там душит. Ничего нас тоже не душит. Хотя такое мнение тоже есть. И знаете как, любой бизнес имеет свои обороты. И свой, скажем так, уровень рентабельности и уровень даже целесообразности, если правильно это сказать. Конечно, чем больше оборот, да, тем больше налоги, с одной стороны, но с другой стороны больше остается заработок, который можно использовать и как фонд заработной платы, и как дивиденды предпринимателям, да и как и развитие бизнеса в целом. Так что в целом, если говорить об общей ситуации, я считаю, она нормальная. То есть работать можно и даже нужно. А профессионалы, я думаю, в этой сфере, имеется в виду и люди, которые разбираются хорошо в макроэкономических вопросах, финансах, в налоговой сфере, я думаю, они даже и поподробнее, и более глубже вам все бы объяснили или объяснят. В этом плане я же, не являюсь профессиональным финансистом или профессиональным экономистом. Я предприниматель, потому на многие вещи я, естественно, смотрю под своим углом зрения, скажем так. А если говорить о пандемии, то был же момент жесткого карантина. Конечно, было достаточно тяжело, тем более мы выходили на работу по графику, там люди болели и так далее, и так далее. Граница была закрыта, причем даже когда жесткий карантин ослабился, граница была закрыта до августа. В любом случае, получается, в Абхазии не было потока людей, и количество людей было, получается, небольшим, да и видите, что получается,
И мы занимаемся продуктами питания, но хоть как-никак, но какая-то работа шла, хотя очень ограниченная тоже. И, конечно, обороты были очень низкие. А, например, у людей, которые занимаются промтоварами, конечно, было гораздо сложнее, потому что они вообще были фактически закрыты. Если мы в течение жесткого карантина, тем не менее, продукты питания, ну, необходимая вещь, там, мука и так далее, все равно так или иначе шла какая-то работа, значит, хоть какой-то оборот был, хоть какой-то штат содержали. А у них получилось вообще сложно. Они были на жестком карантине, когда предприятия были, что называется, вот, закрытые под замок, под ключ. Все это тоже было. Конечно, тяжело. Ну, это тяжело, это тяжесть, да, неприятный момент. Но есть и приятный момент. Вот движение мы вместе, да, вот предприниматели собрались. И что называется, всегда, на самом деле, независимо, человек там предприниматель или не предприниматель, любой добросовестный человек, он является частью нашего общества и по мере силы и возможности всегда хочет сделать что-то хорошее, ну, насколько он может сделать, одним словом. А тут вот был именно такой позыв, вот такой, значит, призыв, скажем так, и все вместе собрались. Очень многие, практически все откликнулись. Вот я как помню, даже у нас специально была такая страничка, да, мы вместе, все там, ну, очень большое количество организаций коммерческих там и так далее, там откликнулись. Все оказали посильную помощь. Я думаю, это еще один показатель, что предприниматели тоже, как говорится, ну, внесли и вносят свою лепту и в такой тяжелой ситуации с пандемией, да и вообще в целом для развития, значит, нашего общества. Ну, тяжелая была ситуация, конечно. Вот, ну, сейчас не буду перечислять, вы все знаете. Вот. Ну, мы со своей стороны тоже, без ложной скромности скажу, приняли свое скромное участие вот в этих всех процессах. И нам было приятно, и даже немножко мы гордились этим. Знаете, как-то ощущение того, что делаешь что-то, что полезно обществу, это в любом случае у человека какая-то есть, ну, такая как бы просыпается такое хорошее что-то. В принципе, мы и до этого ничего плохого там, грубо говоря, за душой не держим. Но, тем не менее, когда вот такое явление, то да, на самом деле и серьезное явление, пандемия, инфекция, да, хочется помочь людям. И ну, так или иначе получилось. И вот предпринимательское сообщество в этом плане сделало, я считаю, очень позитивный, хороший, показательный шаг. Вот. А сложности, да, они были, есть, они будут. Но что делать? Так надо, чтобы они были. Если не будет сложностей, как мы поймем простоту? Да, так философски, если подумать, не будет чего-то сложного, мы не поймем, что что-то простое. Так что вот с момента основания даже нашей компании, вот Флагман, мы всегда решали все вопросы сообща, все вот компаньоны мои, все, мы все вместе, вот так вот, там компаньоны, если даже пользуясь случаем, можно сказать, это Тенгу Какаля, там Роман Шова, это Стамур Отербе, вот так мы все моменты проходили вместе решали, сообща принимали решения, ну вот так вот, вот такая вот ситуация. Очень многие абхазские предприниматели жаловались на крайне тяжелое положение не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за ввозного НДС. И многие предлагают либо отсрочить платежи, либо вовсе отказаться от этого вида налога. Что вы скажете по этому поводу? Ну, знаете как, я скажу так. С точки зрения бизнеса, если посмотреть на абсолютный бизнес, вот бизнес и все, да, вот ничего личного, грубо говоря. Конечно, если уберут все налоги, я скажу честно вам, я сейчас там сокрушаться и протестовать против этого не буду. Но вопрос в том, что есть же понятие макроэкономики, микроэкономики. То есть бизнес, когда человек занимается каким-то определенным видом, это получается микроэкономика. А когда мы говорим в целом о государстве, тоже макроэкономика. И, наверное, все-таки в пределах государства это налог необходим, понимаете, и, по крайней мере, сколько я не общался, вот и в кабинете министров, и в Министерстве по налогам и сборов, и в Министерстве финансов, но нам убедительно объясняли, что, ну, поймите, это на самом деле необходимая мера для государства, вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, уберут так уберут, да, это опять-таки, вот, решать надо, наверное, цифрами, это, ну, разговор такой, тут считать все надо, вот первый момент. А есть еще второй момент, он связан с тем, что на самом деле вот этот самый пресловутый НДС, он же был введен в 1994 году. И в принципе все его платили и платят, производители платили там
Люди в других сферах платили его, понимаете? Ну, госбюджетные организации, понятное дело, платили. Вот, ну, тут же получается следующее. А вот в торговле не платили, потому что тогда была достаточно тяжелая ситуация. Ну, все знают о вот этой самой блокаде, да? Вот, принято в 94-95, ну, не важно, сейчас не будем в цифры, по-моему, 94-й был, если не ошибаюсь, может, чуть позже. Советом глав СНГ, да, когда фактически Абхазия была заблокирована. И получается, что абхазские предприниматели покупали многие товары, соответственно, в России, не только в России, через Турцию тоже кораблями привозили. Но там везде абхазские предприниматели, особенно импортеры, они платили НДС там, в тех странах, и в Турции, и в России. И поэтому в этом плане в торговле, для того, чтобы как-то вот подбодрить, что ли, или как-то социально, он же косвенный налог, он на самом деле ложится на потребителя. Вот в импорте, в торговле, да, действительно, он тогда не применялся. Не применялся долгое время. Но так или иначе, рано или поздно пришел такой момент, когда его пришлось вводить. Вот, и ввели-то его в 2016-м, но разговоры велись давно. И со своей вот стороны скажу правду, что наша компания никогда не боролась за полную отмену НДС. Мы понимали, что, наверное, его не отменят, скорее всего. Либо он должен быть заменен чем-то аналогичным, альтернативным и адекватным. Но в любом случае налог платить придется. НДС назови, налог с оборота назови. Это будут налоги. Их придется платить. Угу. Вот потому за полную отмену мы никогда не боролись. Хотя я еще раз повторюсь, вдруг его уберут, да, ну, я не буду ходить с плакатами по улице и требовать его ввести. Ну, будет как-то, да, странно выглядеть. Вот, но, тем не менее, понятно же, что единственный такой момент, вот, который можно обсуждать, и который мы действительно обсуждали, и жарко спорили, и так далее, и так далее. Вот, даже вот последние встречи были в кабинете министров. Вот, это, скажем так, перечень товаров, подгрупп товаров, групп товаров, то есть как он при ставке, например, то есть ну, должна ли быть там 0 и 10%, нельзя ли сделать там, что было 0, 5 и 10. То есть вот в этом плане шли споры, предлагались проекты, в том числе и нашими депутатами и так далее. Так далее, обсуждения шли. Но я думаю, этот разговор, кстати, будет продолжен. Я думаю, нет на сегодняшний день пока окончательного такого решения, что вот 0 и 10, может что-то еще будет. То есть так или иначе, в любом случае, я думаю, что, знаете, все течет, все изменяется, и, как говорится, и законы тоже люди пишут. Так что сегодня принят один закон, да, наверное, завтра его можно изменить, но экономика такая вещь, надо считать. Все, к сожалению, не зависит от того, что нам хочется. Садятся люди, финансисты, и начинают считать. Есть объективные, субъективные факторы. Ну, вот так вот. Так что посмотрим. Вот, а так вот и, ну, если мы говорим об отсрочках, да, вот именно отсрочки по этим платежам, вот на самом деле есть отсрочки. Например, на сегодняшний день наша компания имеет такие отсрочки. И многие компании, я знаю, имеют. Там, не знаю, там 30 дней, 60 дней. Что касается НДС, то, по-моему, есть соответствующее постановление Кабинета министров, где говорится, что возможно его отсрочка до 90 дней. Вот, я не знаю, я спрашивал в этом плане у представителей ГТК Абхазии, они мне сказали, да, такой документ есть, но пока мы его еще в работу не ввели. Но тот разговор состоялся, по-моему, месяц назад. Вот где-то так, может даже чуть раньше. Возможно, его даже уже ввели. Мы пока со своей стороны подакцизные товары не ввозили. Те, которые облагаются НДСом на ввозе. Потому что продукты питания многие НДСом на ввозе не облагаются. Вот когда будем завозить, например, какую-нибудь продукцию, которая облагается именно НДСом, вот тогда и поймем, есть ли возможность такой отсрочкой пользоваться или нет. Потому что отсрочками мы, например, пользуемся, и многие пользуются. Нельзя сказать, что их нету. Вот, и если они будут, это, безусловно, поддержка бизнесу. Однозначно поддержка. Они нужны. Вот, на мой взгляд, это определенный компромисс. То есть государство так или иначе чем-то обременяет предпринимателя. Предприниматель, делая наценку на товар, фактически обременяет покупателя. На самом деле НДС – это косвенный налог, который ложится вот на плечи рядовых потребителей. То есть нас с вами. Вот мы идем в магазин, покупаем, условно говоря, не знаю, там телевизор или какой-то другой
товар, который облагается при ввозе НДСом, мы, естественно, платим НДС. Мы платим эти 10%. Вот, потому на потребителя ложится на самом деле вся нагрузка. Другое дело, что, видите, как рядом находится Краснодарский край, Россия, там рынок сбыта очень большой. И многие компании в России, это сильные, мощные компании, могут делать разного рода акции, скидки, даже вот элементарно, вот если говорить о телевизорах, о бытовой технике, там один Эльдорадо вот делает вот такие скидки, что, представляете, вы привезли, заплатили НДС, все это сюда, там скидку объявили. Ну, конечно, в этом плане вот есть проблемы, реально есть. Но что делать? Потому я говорю, работать надо просто этот момент смотреть и разбираться в группах товаров. Может, где-то действительно надо его убрать, а где-то наоборот. То есть все это посмотреть. Вот такая ситуация. А так в целом, да, компромиссный вариант — это отсрочка, на мой взгляд. По крайней мере, отсрочка. Хотя бы так. Заканчивая тему COVID-19, хотела бы спросить у вас, насколько изменится абхазский бизнес после пандемии коронавируса и чему она нас все-таки научит, ведь у нее есть и позитивная сторона, как вы выше отмечали. Позитивная сторона, наверное, в социальном плане. Я не могу сказать, что раньше не чувствовали ответственности предприниматели, но так или иначе в социальном плане, наверное, будет показателен тот факт, что, да, бизнес стал, скажем так, немножко взрослее, если можно сказать. Это будет определенным показателем. То есть есть вот реальный пример такой, да, вот, можно сказать, задокументированный. Не то, что там пришел какой-то отдельный человек, кому-то как-то помог. Это было всегда и будет. А вот именно вот как движение, да, вот как вот такая, как акция, то есть не благотворительный фонд, да, вот, например, ну, мы знаем наши благотворительные фонды, дай бог им здоровья. Вот именно сами, значит, вот собрались предприниматели и вот такие шаги делают. То есть в социальном плане это определенная наука, определенный позитивный шаг. С другой стороны, знаете, работать на дистанционке, мы же работали. Да. Да, наверное, это еще одна наука такая была, да, вот именно в этом плане придется работать более дистанционно. И я вам, кстати, интересную вещь скажу, вот многие аспекты дистанционно даже оказалось легче делать. То есть, да, ну, знаете как, тут же, может, даже без коронавируса это бы произошло, компьютерная технология, цифровизация и так далее, и так далее. А ковид просто ускорил этот Наверное, процесс. он это ускорил, да, я так думаю. Потому что, в принципе, ну, все равно бы к этому подошло. А тут он как бы резко этот показал момент, и вот всем пришлось что-то придумывать там. Да, всякие там видеоконференции и так далее. Да, пришлось. Такая ситуация. В следующей части нашего интервью хотелось бы поговорить о развитии предпринимательства в Абхазии. Насколько мне известно, сейчас граница Абхазии с Грузией закрыта, и в связи с этим оттуда не поступают товары, не поступают товары из Грузии. Насколько это улучшит внутреннюю экономику Абхазии? А я думаю, однозначно улучшит. У меня, например, такое мнение, объясню почему. Потому что же, если подумать, ну, понимаете, нет ни одного легального, скажем так, экономического соглашения между Абхазией и Грузией. Понятно, почему нет. Сейчас не буду в политику ударяться, мы это все знаем. Вот раз этого нету, то и незачем работать. Вот я так считаю, понимаете? Потому что с точки зрения государства, давайте посмотрим, когда мы работаем, покупаем товар, неважно, это произошло в России или в какой-то там стране другой, Китае или Турции, мы способны деньги и прямо, ну, здесь в Сухуми из банка перечислить туда. А в Грузию-то так не перечислишь. Соответственно, из Грузии сюда не перечислишь. То есть, получается, это что за деятельность? Даже если вот смоделируем ситуацию, что мы ее легализовали. Вот мы ее открыли. И что? Получается, мы создадим черный рынок, грубо говоря. Там будет нал. Все расчеты будут наличные. Но любой государственный, значит, госслужащий вам скажет, что это... Чем больше безналичных расчетов, тем государству легче контролировать, тем больше может поступить платежей в бюджет. А тут получается, какие платежи в бюджет?
Да, конечно, можно там ставить таможенные посты, можно рассчитывать на добросовестность предпринимателя, можно называть его там, не знаю, патриотизму, что угодно можно делать, но факт остается фактом, значительная масса денег будет в тени. А когда она будет в тени, то это будет черный нал. Когда будет черный нал, значит, так или иначе будет криминал. Так получается в рифму. Да? Ну, вот так оно и будет. И какой смысл от этого государства? Я не знаю. Ну, отдельный предприниматель, наверное, что-то заработает. Но тоже скажу как. Получается, а какие товары мы везем из Грузии, вообще, если разобраться? Ну, я лично так получилось. Продовольственные товары. Ну, я честно вам скажу, мы в своей деятельности фактически, ну, как бы работали всегда легально. Вот. Ну, мы работали легально, это, одним словом, понятно. То есть завозили товар прозрачно и легально в Абхазию. Предположим, если мы говорим о продовольственных товарах, это продукция аграрного сектора, так нам свой аграрный сектор надо поднимать. Получается, за черный нал, грубо говоря, за наличные деньги, там что-то будет покупаться. Это будет нашим же мешать людям, которые здесь занимаются овощеводством, плодоводством, занимаются виноградарством. Ну, все это будет мешать, виноделию будет мешать. Я так считаю. Зачем в таких сложных условиях открывать рынок, скажем, по большому счету ты же открываешь рынок грузинскому предпринимательскому сообществу. Ну, за что? Да, он маленький. Возможно, кто-то скажет, он не интересен. Он нам-то интересен, мы здесь живем. Какой бы он ни был маленький, это рынок наш, и он нам интересен. И мы не собираемся делать так, чтобы кто-то, завозя товары из Грузии, по большому счету непрозрачно, это будет, скорее всего, непрозрачные поставки, занимался, откровенно говоря, ну, демпингом, по большому счету, к этому и придет. Ну, они будут снижать цены, мешать. Да даже если не будут снижать цены, это, и представляете, люди занимаются теплицами, там, занимаются ягодами. Ну, сколько сегодня вот в этом плане делается. А тут все оттуда приедет сюда, грубо говоря, будет им мешать. Зачем? Я не вижу в этом смысла абсолютно никакого. Вот. К тому же, ну, как сказать, ну, вот, завозить, что ли, все сюда, вот, ну, получится, мы что, откроем свой рынок, там, будут привозиться все это, не знаю, там, зачем нам это надо. Я для государства смысла не вижу, для предпринимательского сообщества смысла не вижу. Отдельные личности, возможно, ну, извините меня, это уже вопрос государственный. Там. Потому, когда, кстати, говорят, там все равно контрабанда существует, но она существует, наверное, но если она там существует, государство может этим заниматься, оно контрабандное. А тут ты это легализовал, ты уже ничего не можешь сказать, а контрабанда будет. Ну зачем это? Не вижу смысла. А как все-таки поддержать отечественного производителя, который сталкивается с огромной конкуренцией? Ну, в идеале, конечно, хорошо было бы, если были бы, скажем так, как это говорят, дешевые длинные деньги. Но дешевые длинные деньги это очень тяжело все-таки. Ну, есть определенные ставки рефинансирования и так далее. Ну, так совсем тоже не получается. В условиях Абхазии как поддержать? Ну, вот знаете, вот очень хорошая была вот эта программа, я думаю, ее возобновят, да, вот и по инвестированию проектов. Да, сейчас там, я слышу, идет разговор о том, что она будет возобновлена там. Я думаю, в этом плане вот тоже вот со стороны России это была бы хорошая поддержка, да, и наше правительство бы этим воспользовалось, и предпринимательское сообщество тоже. Ну, еще, тут знаете как, тут же еще вопрос, в принципе, именно, если бы как-то получилось, конечно, сделать так, чтобы, ну, так пофантазируем, наш Нацбанк мог бы хорошо кредитовать, соответственно, под определенную программу наши банки коммерческие, а те, в свою очередь, предпринимателей, таким образом, чтобы как раз вот эти самые, о чем я говорил, выше дешевые длинные деньги появились. Но это все на сегодняшний день, думаю, я пока очень тяжело об этом говорю. Но у нас проблема кредитования бизнеса, у нас большие процентные ставки. И как... А ставки проистекают из общего состояния экономики. Ну, так стоят деньги. Они так стоят. Тут даже дело не в какой-то жадности, грубо говоря, банкира. Нет, дело не в жадности. Дело в том, что ну, банк, он тоже должен зарабатывать. Ну и так или иначе, ну так и получается. То есть, знаете, ну мы же тоже это все видим. И, как говорится, слава богу, не первый год работаем и с кредитами, и с банками. Мы видим общую ситуацию, мы
общаемся и с банкирами, конечно. Ну, такая ситуация, ну, нелегко. Очень нелегко получается. Вы знаете, наверное, если были бы, конечно, такие какие-то там большие инвестиции в Абхазию, здесь бы все там строилось и так далее, развивалось бы. Да, появилась бы денежная масса, да, вот тот же самый один лишь НДС, который попал бы в бюджет, потом можно было как-то, ну, с одной стороны, социализировать на социальные нужды, с другой стороны, именно непосредственно направить на развитие предпринимательства малого, среднего и так далее. Но пока, к сожалению, все процессы идут это медленно, ну, что делать? Тут, знаете, единого рецепта нету. Наверное, в наших условиях, в условиях частичной признанности, вот тот фактор, что есть в России, это уже колоссальный, да, фактор, что нам помогает. Но помимо этого, наверное, надо все-таки стараться максимально улучшать инвестклимат. И тогда государство будет зарабатывать деньги. Оно реально будет зарабатывать деньги государства, то, что будут платиться деньги в бюджет. Понимаете, да, пусть приходят крупные инвесторы из-за рубежа, пусть приходят инвесторы, скажем так, поменьше, но за счет этого, получается, и местные предприниматели получат возможность доступа к деньгам, потому что фактически деньги так или иначе аккумулируются в Нацбанке, он может давать, значит, кредиты коммерческим. Но понятно, что пока в основном все кредиты эффективнее использовать в торговле, потому что целиком и полностью при наших существующих ставках процентных создавать производство исключительно на кредитные средства, конечно, очень тяжело и, я бы даже сказал, затруднительно, это мягко говоря. Но так или иначе производство создавать нужно. Но в этом плане, опять-таки, наверное, как-то надо делать так. Кстати, вот я вот читал вот многие моменты, связанные с инвестициями. У нас вот почитаешь, все достаточно нормально. Вроде инвестиционные законы у нас вполне такие нормальные. Ну, потихоньку, знаете, вот так смотришь. Но все равно инвесторы идут, ну, слабо, конечно. Ну, да, хотелось бы, чтобы зашли мощно, чтобы все мы это ощутили, увидели, чтобы государство это почувствовало там наполнением бюджета, да, и так далее. Но пока так, что делать? Посмотрим. Так что, иначе, как говорится, апсу и ширхаевша ущача дырна ущепа и хагалаха. Ну вот как-то так, наверное, потихоньку надо все-таки этим заниматься. Быстро хотелось бы, но, наверное, быстро не получается. К сожалению. Вот в сентябре прошлого года в Абхазии было отменено действовавшее ранее распоряжение, разрешающее приобретать нашим гражданам товары беспошлинной торговли по реке Псо без пересечения российской границы. И насколько магазины Duty Free помешали работе таким компаниям, как Флагма? Ну, я вам так скажу, понимаете, вот. Дело в том, что мы сами в свое время открывали там беспошлинный магазин, вот. Потом мы ушли из этого бизнеса, мы его, одним словом, переуступили, вот. Но понимаете как, если посмотреть, ну, вопрос в чем? Сами беспошлинные магазины по себе, они вообще никому не мешают, они только пользу приносят в реальности. Это беспошлинный магазин, он работает на границе, человек идет, покупает и уходит из страны. Вот в таком плане это идеальный вариант. Но, к сожалению, что получилось, на мой взгляд? Почему, например, наша компания, мы же работаем, у нас есть контракты там по подакцизным товарам. Именно, понимаете, это именно сказалось на подакцизных товарах, никак не на других. Что получилось? Получилось какое-то вот хаотическое движение, грубо говоря, броуновское. То есть все, кому не лень, начали буквально там чуть ли не сами покупать там товары и ходить и предлагать их, понимаете, особенно летние кафе там, да, вот такие, он открывается на лето, он берет там что-то под акцизный товар, продает быстро-быстро, или там на розлив, условно говоря, виски, там алкоголь и так далее и тому подобное. И просто получился какой-то хаос. И, конечно, это привело к тому, что невозможно, когда ты заплатил все платежи в бюджет и продаешь свой товар, там, условно говоря, за какую-то определенную цену, а тут вдруг твой вчерашний покупатель тебе объявляет: знаешь, я сейчас с тобой работать не буду, там мне мой знакомый, там, не знаю, друг, брат, товарищ привозит. Ну, конечно, ты ему говоришь: слушай, он же тебе привез, это не твое дело, я разберусь. Вот такая история. И да, такая история существовала. И
Реально помешало, конечно, помешало в этом плане. Но отрадно отметить, что вот, например, со временем, как-то видите, ну, государство тоже обратило внимание на эту проблему, потому вот, ну, за последний, скажем, год-два ситуация значительно улучшилась. Это тоже правда. Ситуация улучшилась в этом плане. Возможно, вот этот запрет как раз и помог. Понимаете, потому что, ну, в Абхазии она очень маленькая. И если мы начинаем открывать беспошлинные магазины, то надо делать так, чтобы, во-первых, они должны очень четко работать. Работать именно на то, чтобы клиент забирал товар из Абхазии, а не приносил его вовнутрь Абхазии. Я имею в виду прежде всего подакцизный. Вот. Вот такая история. А что касается остальных товаров, нет, там они не помешали, потому что в реальности там не было таких каких-то цен. А тут, сами понимаете, ну, акцизы, они же почти до 70% занимают. Ты привез товар подакцизный, ты приблизительно эту же стоимость отдаешь государству на границе и завозишь его внутрь. И в этот момент приходит товар, который на самом деле ровно, ну, 100%, если ты что-то продашь, там, условно говоря, за 500 рублей, он за 250 приносит. Ну, как так? Ну, конечно, ты разоришься или будешь на грани разорения, или будешь с большими финансовыми проблемами, это факт. Вот. В этом плане, да, такой хаос существовал. А потом, в последнее время, вот как-то все это нормализовалось. Потому вот, я же говорю, где-то года два уже так особой такой в этом плане не ощущается. Расскажите немного о компании «Флагман», какие продукты пользуются наибольшим спросом. И я знаю, что вы работаете непосредственно с поставщиками. Немного расскажите о процессе работы вашей компании. На самом деле, начинали мы работать, да, вот 2002-2003 год. Начинали работать, естественно, таким образом, что начали... Мы, знаете как, вообще изначально у нас была мысль развить именно систему дистрибуции. То есть брать определенный товар у определенного поставщика в России, а потом, значит, заниматься его распределением здесь, в Абхазии. Ну, продажей и распределением. Вот. А потом потихоньку начали, значит, расширять, что называется, линейку контрактов, линейку товаров, ассортимент расширять. Вот. И все это шло, конечно же, с России. Начиналось все это с того, что мы начали работать с российскими поставщиками. Потом тихо-тихо вышли, скажем так, за пределы России, начали возить уже товары напрямую с Европы. Вот. Американские компании даже туда добрались, вообще не поленились. Южная Корея, там, Китай, не знаю, ну куда только не пришли. В итоге оно так получилось, и мы начали развивать именно вот это направление. То есть заключаешь договор с поставщиком, привозишь товар и занимаешься его продажей, распределением внутри Абхазии. Ну, в этом плане, да, пока Абхазия была не признана, были, конечно, тоже свои сложности, потому что в России некоторые было такое, вот особенно вот начало 2000-х, да, некоторые так как бы с предубеждением даже относились в отдельных организациях, приходилось их переубеждать, разговаривать и так далее. Вот. Ну, потом после признания, конечно, уже никаких таких проблем не было. А потом тихо-тихо, и когда вышли... Кстати, до европейцев, грубо говоря, мы добрались еще до признания, вот до европейских компаний, вот так получилось. Тоже были предубеждения, но вот как-то вот решали все эти вопросы и так или иначе начали работать напрямую. Вот. Ну, знаете, когда так работаешь, получается, ты постоянно ездишь на какие-то выставки, что-то посещаешь, и получается, знаете, тебя узнают, ты кого-то узнаешь, общаешься, создается круг общения в разных компаниях, создается какой-то определенный имидж, твое какое-то имя, ну вот. И в этом плане, когда ты заключал контракт с одной такой хорошей компанией, да, сразу получалось, что уже это имело эффект уже для другой компании. То есть вот ты говорил, что у меня в портфеле есть вот такие, соответственно, контракты, вот такая-то компания с нами работает. Ну, для тех это было, для новых, скажем так, поставщиков, партнеров, это было уже какое-то откровение, они начинали по-другому относиться. Вот такая вот история. Вот. Ну, а выставки, да, ну, естественно, это в России очень такая актуальная выставка, это Продэкспо, мы вот часто туда ездим.
Ну и всегда там, как говорится, находили партнеров, да, вот и так далее и тому подобное. Да и кроме того, там происходит своеобразный саммит, и ты там встречаешься, общаешься с руководством, имеется в виду руководство, которое находится в топ-менеджменте компании, да, которые там какие-то планы разрабатывают, ты с ними общаешься, намечаешь какие-то, значит, тоже, соответственно, планы там продаж, так далее, так далее. Вот. Ну, то же самое, например, вот в Европе, да. Потом уже начинаешь, когда ты связываешься с европейскими поставщиками, да, начинаешь ездить в Европу, общаешься с ними, и там тоже саммиты. Кстати, вот наши коллеги из других стран СНГ тоже шутили, говорят, вот, говорит, зато вот в Европе Абхазию, говорит, не признали, говорит, как независимую страну, зато, видите, вас признали, то есть, как бы, вот там флагман Абхазии, там, понимаете, то есть, да, вот, в этом плане, да, вот так как-то было. В этом плане вот получается своеобразное такое признание получали. И знаете, что я еще заметил? Я, кстати, вот недавно был на одной выставке по промтоварам. Такой приятный фактор. Если вспомнить начало 2000-х годов, даже в России многим приходилось объяснять даже вот про Абхазию, да, и объяснять о работе с нами и так далее, вот все эти предубеждения развеивать. А на сегодняшний день, если мы говорим о России, то понятно, что многие знают Абхазию, бывают здесь часто. И не просто работают, да, там, то с нами или не только с нами, а имеют тут множество партнеров деловых, там, торговых и так далее и тому подобное. А вот помимо даже, скажем так, что это уже традиционно и понятно российских предпринимателей, вот даже были предприниматели из-за рубежа, да, вот даже вот, представляете, это удивительно, я разговаривал с китайцами, я думал, сейчас маленькая Абхазия, им придется объяснять. Они говорят, да, знаем, как не знать. Да, вот так, вот такая вот ситуация. Вот. Ну, я уже не говорю про Турцию, да, вот. Да, понятное дело, ну, там и диаспора большая. Вот, потому в этом плане, кстати, как-то раз мы сотрудничали с одной компанией европейской, а там представитель находился в Турции, а вот этой компании. Он сам был турок, значит, по национальности. Как только он нас узнал, сразу начал перечислять мне фамилии турецких абхазцев, его друзей, да. Он даже потом с ними приехал сюда, да, вот тут тоже встречались, общались. Такая ситуация. Так что, знаете как, вот получается, вроде, я думаю, что деловая активность в Абхазии, несмотря ни на что, нарастает, и все-таки вот мы такие маленькие, как бы, вот в мире все равно нас узнают, и это позитивный факт. Да, конечно. Вот, на самом деле. Ну, как говорят торговцы, говорят, вообще коммерция, это же древняя дипломатия такая своеобразная. Вот зачем далеко ходить, ТПП посмотрите, да, вот сколько у них успехов, сколько они принимали участие в разного рода выставках, и фактически вот, как это, Хадзыр-Иргон, Псашулу, Хозыр. Аслан Георгиевич, на этом у нас все. Время подошло к концу. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Беседа была очень интересная. Я вам желаю успеха в вашей работе, преодоления сложностей, которые встречаются вам на пути, и всего вам доброго. Спасибо. Спасибо вам большое. Успехов вам также, удачи. Спасибо большое. Да. И я хочу напомнить зрителям подписаться на наш канал, потому что Апсны Хабар обсуждает самое значимое.